компания существует на рынке достаточно давно, то есть компания зарекомендовала себя достаточно долгий срок, работает с 2006 года. Одно из главных преимуществ, пожалуй, то, что достаточно широкая линейка платежных методов. Это платежные методы и банковские карты, конечно же, и кошельки, и мобильные платежи, и так далее, в том числе различные национальные платежные системы, что позволяет нам принимать платежи от пользователей со всего мира. Вот, это во-первых. Во-вторых, различные гибкие системы работы, сотрудничества, да, то есть мы работаем как с российскими юрлицами, так и с зарубежными юридическими лицами, так и с ИП, что достаточно часто тоже спрашивают. Вот. В общем и целом можно сказать о том, что сервис максимально направлен как на конечного пользователя, на конечного потребителя, да, от чего, собственно, зависит доход и успех проекта, который к нам подключается, подключает наши услуги. Так сервис направлен и на потребителя из сектора B2B. Что выражено в том, что, в частности, достаточно удобный, простой, понятный личный кабинет, где переведена вся статистика, ну и также выполняются индивидуальные решения под какие-то конкретные задачи, какие-то конкретные проекты. Мы, как агрегатор, можем предложить, опять же, достаточно широкий выбор платежных шлюзов по банковским картам. Везде свои требования, везде свои нюансы. Какие-то проекты работают может быть, даже на нескольких шлюзах для постраховки, опять же, да. Вот, то есть в каждом случае ищется и находится индивидуальное решение для каждого проекта, независимо от его масштаба. Это первая часть моего ответа. Вторая часть заключается в том, что по поводу сроков вы спрашивали, да. В общем, в среднем это занимает где-то, наверное, около 2, максимум 3 недель. Вот. Но, естественно, если это какая-то уникальная ситуация, проекту требуется запуститься здесь сейчас, достаточно срочно, это большой проект, то все можно решить в индивидуальном порядке, может быть, даже быстрее, чем обычно, то есть подключиться за неделю. Политика компании заключается в том, чтобы охватить как можно большее количество мерчантов, независимо от профиля их деятельности, ну, естественно, чтобы они наглядно соответствовали законодательству РФ. Вот, по обороту, что лично мне интересно, ну, не знаю, от 5-10 миллионов рублей в месяц, чтобы был оборот у проекта. Компания какой-то, ну, например, интернет-магазин, подключает себе линейку платежных методов, при этом до текущего момента постоянно работает только в офлайне, то рассчитывает на мощный приток средств. Первый, наверное, год смысла нету, потому что все-таки еще достаточно консервативен пользователь. Окей. Вот. Если мы говорим про Питер, Москву и какие-то достаточно крупные города, там, Туры, Сибирь, да, то здесь ситуация такова, что люди здесь больше интегрированы вот в эту среду. Они больше доверяют, больше знают и больше этим инструментом пользуются. То есть к чему я это все говорю, извини, что так затягиваю ответ, к тому, что сам факт подключения платежных методов, он еще не увеличивает обороты магазина. Другое дело, что вопрос в удобстве этого фактора, то, о чем я вам говорил, да, то, что мы подбираем индивидуальное решение под каждого клиента, чтобы ему было максимально удобно его пользователям совершать покупки. Вот если инструмент станет более удобным для пользователей, которые уже этим инструментом пользуются, тогда, конечно, можно рассчитывать на увеличение оборота.